Паспорт – это основной документ гражданина России, а фотография в нем – главный идентификационный критерий. Конечно, на фото мы стараемся выглядеть как можно лучше и не гнушаемся применять любые методы. Девушки даже запустили целый тренд «макияж на паспорт», а соцсети заполонили кучу советов, как сделать идеальное фото с помощью редакторов. Но такие ухищрения могут добавить вам лишних проблем. Меня почти не пустили в самолет. Мне сказали, что я не похожа на фото в паспорте. Вот почему нельзя заморачиваться для фотографий. Потому что я не выгляжу вот так. А порою, на первый взгляд, незначительные мелочи смущают пограничные службы. Меня на паспортном контроле не хотели пропускать, потому что у меня фотография в паспорте отзеркаленная. Она говорит, у вас родинка с левой стороны, а на самом деле у вас с правой стороны. Что можно исправить, а что нельзя, всегда могут подсказать сотрудники фотоателье. Как рассказали нам фотографы, чаще всего люди просят убрать неровности кожи и так называемый второй подбородок. Но иногда бывают запросы и радикальнее. Например, поменять архитектуру лица. Да, конечно, такое тоже бывает. И часто обращаются именно сюда за этим. Часто просят асимметрию, кстати, убрать. Однако никто не мешает вам самостоятельно отредактировать изображение. Но здесь нужно быть очень внимательным и знать меру. Ну, предположим, я хочу выглядеть в паспорте на все 200%, и поэтому беру все в свои руки. Уменьшим нос, увеличим глаза и сделаем лицо уже. И вот моя усовершенствованная версия. Эту фотографию точно не примут, ведь на самом деле без всяких улучшений я выгляжу вот так. А это фото, которое для меня обработали в студии. Смотрюсь я посвежее, ровнее тон кожи, аккуратнее прическа. Все в рамках разумного и все еще похоже на себя. Такая фотография подходит. Но давайте подробнее разберемся, какие требования вам нужно соблюсти, чтобы не попасть в просак. Здесь все стандартно. Белый фон, лицо в анфас с нейтральным выражением и закрытым ртом. Если вы постоянно носите очки, обязательно нужно быть в них, но без тонированных стекол, а оправа не должна закрывать глаза. И откажитесь от цветных линз. Но самое важное, фотография должна соответствовать возрасту и быть идентичной, чтобы достоверно отобразить все особенности вашего лица. Поэтому не переусердствуйте. Ведь если изображение не подходит для документа, уполномоченный орган МВД или МФЦ может отправить вас в фотостудию повторно. Ну, прецеденты, конечно, есть о том, что люди приносят фотографии улучшенные. Как проводят идентификацию сотрудников МФЦ? Мы видим разрез глаз, проверяем разрез глаз. Он со временем не меняется, например. Мы смотрим родинки, и по таким вот незначительным чертам, получается, лица мы идентификацию заявителя делаем. Поэтому родинки, если родинку удаляете, то должны поменять паспорт. А лучше не рисковать и оставаться с собой. Тогда и в МФЦ, и в аэропорту вас смогут распознать, а шанс оказаться в неприятной ситуации вовсе исключается. Эржена Гармаева, Станислав Потапов, Артур Наговицын, Якутск.